Рахмат сізге, құрметті Нұрсұлтан Әбішевич. Түрк тілді мемлекеттердің қызматташ кеңесінің төрағалығын Қырғыз Республикасына өткөрүп бергеніңіз үшін ыраазычылыгымызды билдиребиз. Құрметті мемлекет басшылары, ардақты қонақтар, айымдар жана мырзалар, сіздер менен күнөстүү Кыргыз жергесинде касиеттүү көлдүн жээгинде жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Кыргыз Республикасына кош келиңиздер. Сөзүмдүн башында Казакстан Республикасына прежде всего хотел бы выразить признательность Республики Казахстан и лично уважаемому Нурсултану Абишевичу за успешное председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. За это время Республика Казахстан проделал серьезную работу по повышению авторитета Тюркского совета и реализации важных договоренностей глав государств. Мы высоко ценим работу, проделанную Казахстаном. Уважаемые коллеги, Тюркский совет жизненно общности истории, культуры и языка наших народов. Уверен, что сегодняшний саммит поднимет еще на один уровень многовековую дружбу тюркоязычных государств и откроет ее новую страницу. Сегодняшний саммит проходит в уникальном формате. От имени государств-членов шлю особенный привет находящемуся среди нас президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву, президенту, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Хочу высоко оценить и поддержать намерение Республики Узбекистан присоединиться к Тюркскому совету в качестве государства-члена. Этот шаг создаст благоприятные условия для расширения Тюркского совета и повысит его авторитет на международной арене. Надеюсь, что присоединение нас радует, что Венгрия, находящаяся в самом центре Европы, не забывая свою тюркскую историю и обычаи, на сегодняшнем саммите получает статус государства-наблюдателя в Тюркском совете. Это станет подтверждением расширения географии организации, положительно повлияет на деятельность Тюркского совета, будет способствовать укреплению сотрудничества с другими организациями. Уважаемые коллеги, сегодняшний саммит проходит на тему национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере, подрастающее поколение, будущее страны, создание достойных условий жизни молодежи, святой долг и обязанность каждого государства. Проведение работы и реализация проекта в этом направлении напрямую зависит от экономических возможностей наших стран. В связи с этим призываю к дальнейшему расширению инвестиционного сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета и связи между частными секторами. Сокращение препятствий потоку товаров и услуг, капиталов и рабочих сил соответствует целям нашего сотрудничества. Мы считаем необходимым обратить внимание на вопросы диверсификации экономики, расширения транспортных коридоров, развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. Кыргызская республика, как государство, не имеющее выход к морю, заинтересована в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между Востоком и Западом. В этой связи имеет важное значение проект строительства железнодорожной магистрали и Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Необходимо оживить работу по кибербезопасности, электронному правительству и спутниковой связи. В этом направлении призываю все стороны продвигать инициированный на прошлом саммите организации процесса сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. Кыргызская республика в этом направлении реализует национальную программу цифровой трансформации «Тазаком». Также заявляем о заинтересованности Кыргызской республики ко второму этапу проекта «Тазим», который играет большую роль для стран Тюркского совета. И для нас важно, что этот проект объединяет крупные центры обмена информацией на Востоке и Западе. Кыргызстан активно поддерживает динамичное развитие туризма
Туркия, Между нашими странами мы готовы приложить все усилия для успешной реализации туристического пакета. Современный шелковый путь, который охватывает Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Постепенное присоединение к этому проекту Узбекистана, Туркмении, Венгрии сделает этот пакет еще более привлекательным. Уважаемые коллеги, наша цель продвижения сотрудничества среди молодежи. Предлагаю обратить особое внимание на расширение связи между молодежью наших государств. В современных геополитических условиях имеет особое значение воспитание молодежи родственных государств, дух уважения истории, культуры, языка и традиций братских народов и межрелигиозной толерантности. Только так можно поставить заслон радикализации молодежи, фанатизму, насилию и принятием чужой идеологии. В целях усиления интереса молодежи к инновационным проектам и предпринимательству инициирую совместно реализовать специальные проекты экономического и гуманитарного направления. В этих целях предлагаю создать специальную группу секретариата Тюркского совета. Кроме того, призываю и в дальнейшем создавать благоприятные условия для развития сотрудничества тюркоязычных государств в сферах национального спорта, этнической культуры. В этой связи хотел бы отметить начатый по инициативе Кыргызстана уникальный и объединяющий проект «Всемирные игры кочевников». Хочу выразить признательность главам государств, принявшим участие на официальном открытии третьих Всемирных игр кочевников, которые проводятся под патронажем ЮНЕСКО. Мы предлагаем при поддержке тюркоязычных государств и в дальнейшем распространять и развивать всемирные игры кочевников. Государства-члены Тюркского совета не просто распространили по всему миру понятие этноспорт, этнокультура, но и смогли сделать эти направления очень популярными. В настоящее время в различных уголках мира предлагаются разные проекты, по сути повторяющие наши всемирные игры кочевников. Я призываю единодушно поддержать игры кочевников, которые доказали свою жизнеспособность. За последние 6 лет успешно проводятся уже 3-й раз и отмечены в резолюции ООН. Девиз игр кочевников – единство силы, единство духа. Подчеркивая необходимость обращения особого внимания дальнейшему развитию всемирных игр, хочу проинформировать вас о том, что с Турцией стороной достигнута договоренность о проведении 4-х игр в 2020 году в Турции. Я об этом говорил, хочу выразить благодарность Реджеп Тайипу Эрдогану. Уверен, с учетом возможностей Турции будет придан новый импульс развитию этого уникального проекта. Уважаемые коллеги, сегодня, поскольку во всем мире всему известно, Айтматов Чингис Тарикулович в зале проходит как раз в зале, посвященной его юбилею. Это очень символично. И совместе с мировой общественностью мы отмечаем это событие и проводятся в этих рамках мероприятия. Кроме того, хочу выразить мировому сообществу и главам государств глубокую благодарность, что принимают участие в этом мероприятии. Сегодня мы с повестки дня сняли, и кроме того, для усиления сегодня провести инвентаризацию. Уважаемые друзья, сегодня мы должны, наступило время утвердить повестку дня. У вас на руках находится повестка дня. Если не возражаете, если не будет дополнений, я прошу утвердить повестку дня и объявляю повестку дня принятой. Тогда слово я призываю, сейчас приглашаю выступить глав государств на сегодняшнем саммите.